Хайырлы күн, кунаклар. Всем здравствуйте. Большая честь для меня поучаствовать в таком молодежном форуме второй раз. Мне вот интересно, в зале вообще про меня знает кто-нибудь? Похлопайте, если знаете. Да? Спасибо. Ну, я уж тогда не буду останавливаться на начало своей переломной, так скажем, на начало своего переломного момента в моей жизни. Но просто хочу рассказать про один момент, когда вот случилась трагедия, когда я оказался под завалом обрушившейся казармы. Самое страшное было не умереть. На самом деле, самое страшное было тогда для меня оставить после себя ничего. Представьте, мне 24 года, я в этой жизни абсолютно ничего не успел, ничего не увидел. И вдруг моя жизнь на грани того, что я умру. И тогда я очень боялся. И когда меня вытащили, когда я проснулся, когда я вышел из комы, увидел своих близких родных, когда увидел, что нету ног, было очень страшно. Страшно, а что будет со мной дальше? Как я буду жить? Было очень больно. Через 11 месяцев я выписался из госпиталя. Боль, конечно же, прошла, но мысли-то остались. И самое страшное было не то, что я на инвалидной коляске, а то, кто я без нее. Я думал, что инвалидная коляска для меня это что такое страшное, без чего я не смогу жить. Оказывается, еще как можно жить. И не только жить, не просто существовать, а прям быть самым счастливым человеком в этой жизни. И я перед вами стою, улыбаюсь, потому что я самый счастливый человек в этой жизни. И вот благодаря своим рукам я смог освоить такую нишу, как альпинизм. Вроде бы спрашивается тут, как человек без ног может ходить в горы. Может, и не только ходить, но и подниматься до самой вершины. И самое интересное, в прошлый раз, когда я участвовал в 2021 году, сейчас вспоминается, что я только ставил перед собой какие-то вершины. И через 2 года я смог взойти еще на 5 вершин. Это в Гималаях, 8-я вершина нашей планеты, Африка, еще один Эльбрус, Грузия. И вот совсем недавно я взошел на самую высшую точку Южной Америки, гора Аконкагуа, высота почти 7000 метров. Спасибо. Знаете, я очень люблю жизнь, но мне тоже было страшно перейти вот эту черту, когда ты лежишь беспомощный, без обеих ног, и не знаешь, как дальше, как дальше сложится твоя жизнь. Был страх, вообще нужен ли я кому-то в этой жизни, смогу ли я себя реализовать как человека, смогу ли я вообще жить в таком состоянии. Знаете, я понял за эти годы, что страха не существует. Он есть где-то там в каких-то уголках наших мыслей. Я понял, что страх, он заставляет нас бояться того, чего, возможно, и не будет. Поэтому я понял, что со страхом можно работать. И, чтобы вы понимали, я очень сильно боюсь высоты. Очень сильно. Это моя самая сильная фобия. Но несмотря на это, я поднимаюсь на такие высоты, где летают самолеты, на одних руках. То есть, что я хочу сказать? Страх – это не преграда на пути к вашей цели. Со страхом можно работать, его не нужно бояться, если он есть в вас. И знаете, вот сейчас такое время, когда очень много людей приезжают из зон СВО без ног, без рук, потерянные. Они не знают, как дальше жить. Я вспоминаю свое состояние, когда я очнулся. У меня не было такого примера, на которого я бы посмотрел и понял бы для себя, что вот пример живой, я тоже так могу. Но у меня тогда не было примера. И мне приходилось всему учиться самому. Но вспоминаю, что мне тогда примером для меня послужил Алексей Моресьев, советский герой, участник Великой Отечественной войны, человек, который разбился на самолете
2 недели полз по зимней тайге, потерял обе ноги, но потом смог вернуться в строй на протезах, тогда еще деревянных протезах, и дальше продолжил воевать. Вот это для меня стало примером мужества, стойкости и веры в себя. И тогда я понял, что я тоже так могу. Знаете, трудности, они пугают, но вот как написано в Коране, после каждой трудности приходит облегчение. То есть это закономерность, это закон, как законы природы, что после ночи наступает день, после приливов наступают отливы, то есть это никак не изменить. Поэтому нужно просто перетерпеть, наверное. И хотел бы сказать, закончить свое выступление тем, что есть очень хорошее высказывание, оно мне очень нравится. Вы не должны ждать, пока жизнь перестанет быть трудной, для того, чтобы решить быть счастливым сейчас. То есть будьте счастливыми сегодня, не ждите удобного случая. Я вас люблю. Спасибо большое.